Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 14 января. Сотрудничество в сфере образования. Президент принял гостей из Луганской Народной Республики. Минэкономразвития объявила конкурс на предоставление льготных кредитов для развития малого предпринимательства. В текущем году в Южной Осетии отметят трагическую дату столетия геноцида остинского народа. Президент Анатолий Бибилов провел встречу с гостями из Национального университета Луганской Народной Республики. Была отмечена необходимость развивать дальнейшее сотрудничество с ЛНР в сфере образования. Также рассмотрен ряд предложений с целью их последующей реализации в Южной Осетии. Президент Анатолий Бибилов принял гостей из Луганской Народной Республики. В республику с рабочим визитом приехали ректор Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Елена Трегубенко и заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии Галина Сорокина. Глава государства поприветствовал гостей и подчеркнул, что взаимоотношения двух стран дают надежную почву руководителям всех сфер для плодотворной работы. Для меня всегда бывает очень приятно, когда у нас происходит такое взаимодействие, причем, еще раз подчеркиваю, тесное взаимодействие и взаимодействие на самом таком высоком уровне. Это и в плане политической, однозначно мы подтверждаем свою позицию по отношению к Луганской Народной Республике, к Донецкой Народной Республике. Для нас это незыблемо, для нас это абсолютно, скажем так, принципиально. Нам необходимо развивать дальнейшее сотрудничество с Луганской Народной Республикой, в том числе и в сфере образования. Можно проработать и наметить совместные мероприятия, которые будут способствовать повышению уровня образования как в Южной Осетии, так и в дружественной Луганской Народной Республике. Эти связи мы ни в коем случае не имеем права терять. Уже переходя к важной, без сомнения, составляющей образовательных процессов, это, конечно, для нас очень важно. Почему? Потому что, во-первых, это связи молодых людей, связи тех людей, которые непосредственно занимаются наукой. И я думаю, что в этого направления есть серьезное будущее, большое будущее. Поэтому я уверен, что наша высшая школа, наш университет и высшие учебные заведения Луганской Народной Республики, да и Донецкой Народной Республики в дальнейшем будут тесно взаимодействовать. Ректор Луганского национального университета поблагодарила за приглашение в республику, выразила уверенность в том, что договоренности не останутся на бумаге, а обязательно реализуются на практике. Она также представила ряд предложений, которые можно реализовать в Южной Осетии. Вот мы сегодня проехали по вашей прекрасной республике и увидели, что здесь совсем другие природные условия. Я думаю, биологам будет интересно, географам будет интересно приехать к нам и изучить совсем другую степную зону. Нашим детям будет интересно приехать на практику к вам. У нас такие наработки есть с Российской Федерацией, мы обмениваемся, скажем так, студентами. Мы можем вполне организовать летние школы, в которых будет интересно нашим ребятам. В рамках спортивного, культурного сотрудничества у нас очень много предложений. Я думаю, что они не останутся без ответа, и мы сможем действительно наладить общение, как вы верно отметили, между молодыми людьми, которые в дальнейшем смогут развивать наши республики. В свою очередь, ректор Юго-Остинского государственного университета Вадим Тедеев подчеркнул, что рад, что Юго-Остинский государственный университет подпишет еще одно соглашение, и благодаря последующей плодотворной работе обе стороны получат хороший результат. Завтра будем подписывать, Анатолий Ильич, соглашение с Луганским национальным университетом о сотрудничестве. Фактически уже обговорены все вопросы, которые мы будем затрагивать. И что самое главное, мы уже реально обозначили конкретных сотрудников, которые работают у меня по Донецку, по Луганску и по Российской Федерации. Во время встречи было отмечено, что именно молодежь – будущее каждой страны, и все те проекты, которые сейчас реализовываются между государствами, направлены именно на то, чтобы создавать все условия для получения ими достойного образования. Агунда Гобозова, Аида Кочева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.
Состоялась встреча президента Анатолия Бибилова с представителями общественной организации «Адаменевс». Это люди, которые прошли путь становления и признания нашей республики с оружием в руках. Были затронуты вопросы оказания социальной помощи участникам боевых действий и не только. Подробностями поделится Марианна Чучьева. Важная связь общества и государства. Президент встретился с представителями общественной организации «Адаменевс», большинство из которых долгие годы защищали государственный суверенитет нашей страны. В начале беседы глава государства рассказал о проделанной работе и своей деятельности на посту президента. Сегодня общество продолжают волновать такие вопросы, как повышение зарплат и пенсий, благоустройство столицы и развитие районов, привлечение инвесторов и, конечно, поддержка защитников Отечества. На этих темах Бибилов сделал акцент в начале разговора. Меня избрал народ. Я свою должность не называю работой. Я всегда говорю, я на службе буду тогда-то. Почему? Потому что эта должность для меня не работа, скорее для меня это служба, которую я делаю для тех людей, которые меня избрали. То есть меня избрал народ Республики Южная Осетия. Абсолютно, конечно, не деля на те, которые голосовали, не голосовали. Глава государства представил членам организации своего помощника Алана Джикаева. Он будет работать с общественными объединениями и ветеранами боевых действий. Президент поручает создать списки ветеранов для последующего оказания им социальной помощи. Вот эти деньги, которые мы мобилизовали обратно в наблюдательный совет, и те деньги, которые мы высвободили, вот, допустим, вот этот гемодиализ, их на сегодняшний день около 400 с лишним тысяч рублей в месяц. Эти деньги мы хотим направить на то, чтобы начать реабилитацию тех людей, которые отстаивали независимость Республики Южная Осетия, начиная с 1989 года. То есть фактически на сегодняшний день, вот январь месяц, мы уже с сегодняшнего дня готовы отправлять на санаторно-курортное лечение как минимум 5-6 человек в месяц. В формате «Вопрос-ответ» у главы государства интересовались темами дальнейшей интеграции с главным стратегическим партнером – Россией, поддержки многодетных семей и партийного строительства. Но особо острым получается разговор о ценовой политике мегафона. Реакция президента, впрочем, была однозначной. Очень сильно волнует нашу республику, с чем вы, конечно, знакомы, вот вопрос мегафона. Вот эти тарифы неожиданные. Я буквально где-то числа 20-го встречаюсь как раз здесь с руководством Осиликома и всеми компаниями, которые являются учредителями нашего Осиликома. И буквально 20 января мы это все будем обсуждать. Такие встречи будут продолжены именно потому, что основой моей работы всегда будет опора на народ, их интересы и нужды, подытожил Бибилов. Նախիշան սովետիկ կայթալան Իվան ակտիվ դարիզոն կաշը ավտիազան մույխսանուդի Իխսանուդի մայերն դարիս նմերոս ֆակոստի շմեյ իմինոխա մոդայ մոգո կաշը թե մանան խոսքանա շմեյ հաշը բոշինատ патриотикон хсанатун организации на мехсануше большина дороза Алан Иванович. Марианна Чучьева, Валентий Билов, Заурустаев, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня. Минэкономразвития приступила к приему заявок для предоставления льготных кредитов для развития малого предпринимательства на конкурсной основе. Бюджет фонда для этой цели в 2020 году составит 27 миллионов рублей. Существует строгая система контроля над нецелевым использованием выделенных денежных средств. Министерство экономического развития республики объявило конкурс на предоставление льготных кредитов для развития малого предпринимательства. Конкурс объявлен согласно решению попечительского совета Фонда содействия льготному кредитованию малого предпринимательства в республике и в соответствии с принятым в декабре законом о льготном кредитовании субъектов малого предпринимательства. Создан попечительский совет, который рассматривает все поступившие заявки на получение льготного кредита. Этот попечительский совет состоит из 7 человек, которые рассматривают каждый бизнес-проект в отдельности, оценивают каждый проект отдельно, насколько он эффективный, насколько этот бизнес-проект принесет пользу, сколько рабочих мест он
будет предусматривать. Заявки подаются в Минэкономразвития. Среди представленных бизнес-проектов предпочтение отдается фермерским хозяйствам, которые своей деятельностью обеспечат республику качественными продуктами питания, а также производственным проектам. Также в приоритете действующие предприниматели, это будет крестьянско-фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели. Естественно, оказывать поддержку в первую очередь нужно действующим предпринимателям, которые уже начали свое дело. Естественно, те, кто открывает свой бизнес с нуля, тех предпринимателей в силу своей компетенции сотрудники Министерства экономического развития консультируют, сможет ли он за эти средства организовать тот или иной бизнес, который он представляет в своем проекте. С полным списком документов, которые должны предоставить лица, решившие заняться малым предпринимательством, можно ознакомиться на сайте правительства Республики Южная Осетия. По словам Геннадия Бекоева, бюджет фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства на 2020 год составит более 27 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом минимальная сумма льготного кредита без залогового обеспечения для малого и среднего предпринимательства составит 600 тысяч рублей. Ранее она составляла 400 тысяч. После выдачи кредитов будет осуществляться непрерывный контроль над тем, как именно используются финансовые средства, то есть выстроена система контроля над нецелевым использованием выделенных денежных средств. Документы на получение кредита ведомство начало принимать с 13 января по 14 февраля. Анжела Кокоева, Александр Кокоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Второй этап строительства дороги Гуфтак-Вайса подходит к завершению. Работы начались 2 года назад. За это время капитально отремонтирован сложный участок. Дорожники отмечают, что на этом отрезке установлено 12 сложных укрепительных сооружений протяженностью более 400 метров. Строительство будет продолжено. Еще один значимый объект будет сдан в эксплуатацию к концу 2020 года. Строительство дороги Гуфтак-Вайса протяженностью 34 километра завершается. В этом году дорожники приступят к 3-му этапу строительства. Реконструкция автомобильной дороги Гуфтак-Вайса, 3-й этап. То есть это вот тот участок 11 километров, который остался незавершенным, он в этом году будет построен со всеми инженерными сооружениями и сдан в эксплуатацию. С вводом в эксплуатацию этого участка у нас дорога от поселка Гуфта до Куайса, до города Куайса, она будет уже полностью вся заасфальтирована, обустроена. Работы на этом объекте начались в 2017 году. За 1 год был отремонтирован участок дороги от Гуфта до селения Кемулта. Протяженность отрезка 11 километров. Это был один из сложнейших участков для дорожников из-за аварийного отрезка, строительство которого требовало много сил и времени. Но несмотря на это, все работы были завершены в срок. Ко 2-му этапу строительства приступили уже в 2018 году. Тогда, по желанию жителей, работы начались с города Куайса. Был отстроен 11-километровый участок до селения Касакджан. В инвестпрограмме на 2018-2019 годы было заложено порядка 255 миллионов рублей на строительство 11 километров дороги Гуфтак-Вайса. Как рассказали в Минстрое, на этом участке было установлено 12 сложных укрепительных сооружений протяженностью более 400 метров. Устроены водоотводные трубы. Теперь строительство продолжится в этом году. То есть в настоящее время участок со стороны Куайса он обустроен, и участок сосной Гуфта тоже обустроен. И вот этот участок, который остался между ними, это вот Альцо, Далее в этом же году будет построен мост на дороге Гуфтак-Вайса, то есть новый мост будет построен. Строительство дороги Гуфтак-Вайса во многом облегчит жизнь жителей Кударского ущелья. После завершения всех работ от Схинвала до Куайса можно будет доехать всего за 40 минут. Эльвира Тибилова, Регина Черткоева, Аида Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Прошло 130 лет со дня рождения астинского поэта Цомакка Гадиева. Его смело можно назвать борцом за правду. Был участником Великой Октябрьской социалистической революции. Боролся за советскую власть Северной Осетии. О достойном сыне астинского народа репортаж Оксаны Джоевой.
Сегодня, 14 января, исполняется 130 лет со дня рождения осетинского поэта, писателя, революционера Цумака Гадиева. Родился Цумак в селе Ганец в семье одаренного писателя-самоучки Сека Гадиева. Окончил Дербский университет. Свои первые стихотворения Гадиев написал во время учебы в Ставропольском духовном училище. Произведения, написанные поэтом в начальный период творчества, составляют политическую и любовную лирику. Первые его стихотворения были изданы в 1907 году. Он прекрасно понимал, что за его революционные действия, за верность советскому строю ему грозит наказание, но с пути он не сворачивал. За участие в революционном движении был арестован в 1908 году и осужден на пожизненное поселение в Сибирь. Вернулся на родину после февральской революции 1917 года. Принял участие в Великой Октябрьской социалистической революции и борьбе за советскую власть в Северной Осетии. В годы пребывания в тюрьме и в ссылке Гадиев создал стихотворный цикл «Тюремные записки», где с тоской о родине и свободе описывает жизнь арестанта. В целом годы, проведенные в тюрьме, стали плодотворными для его творчества. Будучи в неволе, он написал множество стихотворений и рассказов. В ссылке Цумак находился целых 10 лет. Подорванное здоровье и психика дали о себе знать. Он умер в 1931 году в возрасте 48 лет. Анжела Кокоева, Оксана Джиоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Арсен Хабалов и Алан Бетеев стали призерами чемпионата РСУ-Алания по армрестлингу. Соревнования проходили во Владикавказе. В весовой категории до 80 килограммов второе место занял 18-летний Арсен Хабалов, а в весе до 100 килограммов третьим стал Алан Бетеев. Как отметил тренер Валерий Джиоев, Арсен впервые принял участие в чемпионате РСУ-Алания. Алан Бетеев после долгого перерыва возобновил свою спортивную карьеру. Но все равно показали хороший результат. А теперь к нашей новой рубрике. В текущем году в Южной Осетии отметят трагическую дату – столетие геноцида осетинского народа, осуществленного властями Грузии в 20-х годах прошлого столетия. Специальная комиссия будет вести работу по вопросу признания геноцида осетин со стороны международного сообщества. Репортаж Оксаны Джиоевой. Геноцид – одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное истребление этих групп, ровно как и меры по предотвращению деторождения в их среде. Начиная с 1917 года действия Грузии, направленные против нашего народа, можно охарактеризовать как геноцид. После распада Российской империи Грузия провозглашает независимость и сразу же активизируется политика по захвату осетинских земель и уничтожению народа. Начались массовые карательные операции. Начиная с 17 июня 1920 года грузинские войска под руководством полковника Чхеидзе сожгли практически все осетинские села, истребляли население, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. Уцелевшие осетины подались в Северную Осетию в надежде выжить, а это 75% населения Южной Осетии, примерно 50 тысяч человек. В этой нечеловечной кровавой операции против осетинского народа погибло десятки тысяч людей, сотни искалеченных судеб. В 1920 году были зверски избиты, а затем расстреляны 13 коммунаров. چی کم کوسه چی شارستا چی کدارستا گرجی نخمشم کدشدی هفته دادم او اید کننج مدام سه هفته یوردم لون کنم بایدنج مدام استیم مکر با خب جست مفدافته کودن کدویی نتایخیشنه استی کیمه ودی لجک کیمه را استاجاوا گلب بو هل مداردم پر خد جست و اتمی در راخیشن کتوی مدامی مشهور بادن کتوی هن دام این نته یول در اسلام کتوی این گناه تکه بلد مدام سپرام و هفته نشست راست فیخستوی ما این گمانه کالدسته مدام مخت و ویز استاویات کتوی همه سبون برزن کدام فست ایده برست کند و اتام نبه فنات توی گاخی در دامن بالاگرستوی گاخی هفته ما دام نسته هاون وقتوی هفته
Мы будем рассказывать истории людей, чьи жизни были невинно загублены. Мы будем рассказывать о том, как пытались уничтожить один из самых древних народов мира. Оксана Джоева, Фатима Кумаритова, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.